Приветствую абитуриентов и родителей специальности изобразительное искусство и черчение колледжа БГПУ имени Мифтахиддина Акмолы. Меня зовут Эльвира Ангамовна, фамилия моя Валеева, я преподаватель спецдисциплин колледжа. Сегодняшняя наша встреча посвящена некому разъяснению, пояснению касательно вступительных испытаний на нашу специальность. Мы являемся одной из немногих специальностей нашего колледжа, на которой предусмотрено вступительные испытания, вступительный экзамен. Экзамен вступительный у нас будет проходить по рисунку. Это обычная практика для всех учебных заведений, которые специализируются на изобразительном искусстве. Итак, на текущем слайде вы можете видеть информацию текущую, что экзамен будет проходить в очной форме. Здесь же вы можете наблюдать адрес Свердлова 53/1, по которому будет находиться наш корпус 14, который называется арт-кластер. Свердлова 53 – это корпус здания общежития, которое нужно будет обойти, и со двора будет находиться этот корпус. Я вам еще один адрес сейчас скажу. Это Коммунистическая 22/1. Это не наш адрес, но строго вот за этим зданием во дворе опять же будет находиться наш корпус. Корпус номер 14, арт-кластер. Это одноэтажное стеклянное здание. Там по обе стороны от входной группы ели растут, то есть если вы во двор попадете уже, то вы вот прям упретесь в наше здание, вы уже оттуда никуда мимо не уйдете. На следующем слайде вам представлен перечень разделов для самостоятельной подготовки к экзамену, на то, на что нужно будет обратить внимание при подготовке к экзамену. На что же нужно будет обратить и как же будут оцениваться ваши работы? Первое – это, конечно, композиционные решения. Проще говоря, это компоновка формата, то, как вы закомпоновали формат. Не взяли ли вы предметы слишком крупными или очень мелкими, не сдвинута ли вся постановка там активно влево или вправо, может она вниз ушла. То есть вот таких ошибок нужно по возможности постараться избежать. Далее идет правильность перспективных построений. Если вы знакомы с таким понятием, как линейная перспектива, точка схода не должна быть на формате, но тем не менее вы должны показать, может быть, это будет фронтальная перспектива, может быть, угловая, что призматические тела, они должны сходиться к линии горизонта. Правильность пропорциональных отношений. То есть нужно будет максимально показать, насколько вы чувствуете пропорции предмета относительно друг другу и отдельно взятого предмета. То есть если перед вами стоит активно вытянутый некий сосуд, может быть крынка, может быть ваза, а вы ее берете активно вширь, то это, конечно, будет такой ошибкой грубой. И если у вас останется время после компоновки формата, после вот такого конструктивного построения постановки на светотеневую моделировку, то здесь тоже нужно будет обратить на культуру штриха, на точность вот этой светотеневой моделировки, на то, как вы передаете объем с помощью тона, и направленность источника освещения и так далее. Итак, экзамен у нас будет проходить в очной форме. На экзамен нужно будет за полчаса явиться. С собой нужно будет обязательно взять паспорт. И мы рекомендуем вам взять бутылочку воды и шоколад. Может быть, фрукт какой-то возьмете. На последующих слайдах вам представлена навигация
по сайту приемной комиссии. Все очень удобно, понятно, доступно. То есть вы здесь желтыми стрелочками вы находите вкладку «Колледж», и здесь можно будет познакомиться с расписанием самих экзаменов вступительных и консультаций. Это выглядит вот таким вот образом. Вот третья строчка, посмотрите, это наша строка. Вы видите вот рисунок. Опять же, адрес, который я вам уже озвучивала. Предусмотрена консультация 11 августа в пятницу. То есть, если есть желание, то подходите в корпус, заодно и вот потренируйтесь доезжать до корпуса. Я буду вас ждать, проконсультирую еще очно. И сам экзамен 14 августа, это понедельник, в 10 часов утра начинается. Пропускной режим, то есть по паспорту я сверяю ваши данные, проходите, и как только вот последний абитуриент зайдет в мастерскую, начинается отсчет времени. Вы приступаете к работе. То, о чем я сейчас говорю, и, может быть, как сказать, более подробная информация, она представлена в программе вступительных испытаний, тоже вот на сайте. Вы видите, здесь тоже во вкладке «Колледж» программа вступительных испытаний прикреплена. То есть в любое время суток вы можете еще раз ознакомиться. На экзамене за 4 академических часа вам предстоит сделать рисунок из предметов быта, простых и ясных по форме, на фоне одной драпировки, одной-двух драпировок. Скорее всего, будет одно геометрическое тело. Это либо куб, либо призма, в основании которой квадрат лежит, чтобы, опять же, смотреть, как вы там перспективой владеете. Формат А2, ваш формат, вы приносите его с собой, карандаши, ластик, точилку и скотч малярный. Это вот все материалы, которые нужно будет принести на экзамен. Плюс паспорт, я еще раз напоминаю, обязательно паспорт. Ну и ниже представлены, опять же, требования вот к работе, которые чуть раньше в методических рекомендациях я уже озвучила. Это композиционные решения постановки, постановка предметов на плоскость, чтобы предметы стояли на плоскости, не парили, передача формы на основе конструктивного изображения, общее тональное решение постановки. Ну и далее будем смотреть уже на общее такое художественно-эстетическое впечатление от работы, то, как культуру штриха и так далее. Мой вам совет: не торопитесь штриховать работу, то есть лучше закомпонуйте грамотно, поставьте на предметную плоскость и такую на конструктивное построение вот уделите максимум своих знаний и своего внимания. Если будет оставаться время, перейдите уже вот к тональному решению. Здесь тоже советую как бы всю работу за оставшееся время попробовать потрогать. Не один только, получается, предмет заштриховать, а лучше коснитесь всей работы. Вы понимаете, что это будет не полноценное тональное решение, а такое условное тональное решение, которое только подчеркнет вот форму. У нас 100-бальная система оценивания работ. Вот эти критерии оценок представлены на текущем слайде. Если переводить вот на школьную 5-бальную систему, от 100 до 85, если вы получите баллов, это условно 5. Это при максимальном решении там всех задач, и компоновки, и конструктивного построения. От 84 до 69, условно говоря, вы получаете 4. Это когда
Ну, все задачи решены, но есть какие-то не грубые ошибки. Если же вы уже допустили грубые ошибки в компоновке, в пропорциях, в перспективе, то, скорее всего, это будет 3, и баллы будут фигурировать, вот как видите, от 68 до 53. Ну и чего мы нежелательно, чего мы вам не желаем, это вот от 52 и ниже баллов набрать, это уже не оценка, вернее, работа будет оценена на 2. За экзамен вы получаете либо зачет, либо не зачет. Как вы понимаете, главная задача не получить 2. То есть, если надо максимально постараться выше 52 баллов получить. То есть от 100 до 53 вы в любом случае получаете вот зачет. Вот внизу таблица представлена перевода набранных количество баллов в зачетную систему. Вот, поэтому постарайтесь. Далее вам представлены образцы работ, примеры постановок. То есть вы видите, что это 3-4 предмета. 3-4 предмета, не больше. Это обязательно, как я уже говорила, геометрическое какое-то тело, либо куб, либо призма, и простые по форме предметы бытов. Эти работы тоже, ребята и девчата, не идеальные. Здесь тоже есть свои ошибки, но, по крайней мере, здесь точно все разобрались с компоновкой. Скомпонованы неплохо. Предметы на плоскость поставлены. И мне вот в представленных работах, вы видите, здесь мне что нравится, здесь вот то, о чем я говорила, тональное решение такое условное. А самое главное педалировать на вот конструктивное решение постановки. То есть показать ваше конструктивное мышление. То есть обратите внимание, что рисунок сквозной, то есть те линии невидимого контура тоже выстраиваются. Вон, посмотрите, показано. Если это тело вращения, то обязательно должна быть ось, построены эллипсы. Правильно, грамотно. Ну и вот посмотрите, здесь тоже можно на этих работах видеть, как работают с нажимом карандаша, то есть то, что уходит там на дальний план, помягче взято, чтобы наоборот на передний план вытащить. Вы видите, видимо, прошлись мягким карандашом, вот тем самым вот показывают плановость. И вы видите, штриховка, она коснулась всей постановки. Все по чуть-чуть, но вся постановка проработана, а не только один уголок или какой-то один предмет заштрихован там сверху вниз, справа налево. Поэтому вот на это обратите внимание. Чтобы на работу, как будто это так задумано, чтобы на любом этапе работу видите так, чтобы на любом этапе работы, если вам сказали стоп, чтобы она смотрелась вот законченной, завершенной, как будто это так задумано. А не так, чтобы вы какой-то там правый, левый угол, там все там построили, заштриховали, а все остальная работа нетронутая остается. Так, ну и на последующих слайдах здесь показаны мои личные контакты, мой телефон. Пожалуйста, звоните. Я отвечу на любые ваши интересующие вопросы. Опять же, если в день консультации, который 11 августа будет, или в день экзамена вы где-то там заплутаете, вот по этому номеру телефона можете звонить, я вас встречу, помогу дойти. Ну и телефоны и приемной комиссии, сайт.
что ж, спасибо. Спасибо, я желаю вам удачи и до встречи. Мы будем вас ждать.